The question that's asked me most in all the world Вопрос, который спрашивают почти во всем мире, is, how do you get faith? как получить веру? Now, when we die, Когда мы умираем, when I die, когда я умру, if I ever die, если я когда-нибудь умру, I'll soon be 82 years old. уже 82 года мне скоро, I look 62, я выгляжу на 62, maybe. может быть. I work 42, Я хожу и тружусь, как будто мне and 42, I'm reaching for 32. а простираюсь так, как будто мне 32. So I'm going the right direction. Поэтому я иду в правильном направлении. I have to be remembered for something. Я хочу, чтобы меня за что-то запомнили. You will have to be remembered for something. Вас тоже за что-то запомнят. How will you be remembered? За что вас запомнят? On your gravestone, Зато на вашем могильном камне will there be written a lie there? будет написано, здесь лежит. Here lies a good man. Вот здесь лежит хороший человек. And the angels say, И ангел скажет, ага, не-а. what will you have on your gravestone? Какая надпись будет на вашем могильном камне? How will you be remembered after you live here on this earth? За что вас будут помнить после того, как вы уйдете с этой планеты Земля? How will I be remembered? За что меня будут помнить? I've written 150 books. Я написал 150 книг. Should I be remembered as an author? Будут ли помнить меня как писателя? They're in about 50 languages around the world. На 50 языков мира переведены они. No. Нет. I'm not interested in being an author. Мне не интересно, чтобы меня запомнили как писателя. I just write because people need it, Я пишу просто из-за того, что люди нуждаются в этом, not because I'm an author. а не из-за того, что я писатель. We have 12 television stations. У нас есть 12 телевизионных станций. Every morning I speak to more than 20 million people. Каждое утро я говорю больше, чем 20 миллионам человек. Do I want to be remembered as a radio man? I mean, a television man? Хочу ли я, чтобы меня запомнили как телевизионного персонажа? No, Нет. I'm not interested in that. Я не заинтересован в этом. We have a beautiful church that I pastor. У нас есть чудесная церковь, в которой я пастор. Seats over 3,000 people. Там около 3000 человек. Do I want to be remembered as a pastor? Хочу ли я, чтобы меня запомнили как пастора? No. Нет. I am not even sure I am a pastor. Я даже не уверен, что я пастор. I have a church, all right, У меня с церковью все нормально. but I'm in Moscow tonight. Но я сегодня в Москве. And yesterday was Sunday, and I was Вчера было воскресенье. in the Almaty. И я вчера был в воскресенье в Алмате. And so I'm not sure that I'm a pastor. Я почти даже не уверен, что я пастор. You say, how do you want to be remembered then? Вы меня можете спросить, за что ты хочешь, чтобы тебя запомнили? On my gravestone, На моем могильном камне, if I ever need one, если когда-нибудь у меня будет такой, I want them to write these words. я хочу, чтобы эти слова были написаны. Here lies Lester Sumrall, Здесь лежит Лестер Самрал, man of faith. муж веры. That's all. И все. And they better not put it in more. I'll rise from the dead and rub it off. И если они напишут что-то еще, то я воскресну из мертвых и покажу им всем. It's a great honor to be a person of faith. Большая честь быть человеком веры. I have been preaching now for 65 years. Я уже 65 лет проповедую, And maybe и, может быть, I've met 10 men of faith in 65 years. за 65 лет я встретил 10 людей веры. You say, couldn't there be more than that? Вы можете спросить, могло ли бы их быть больше? Yes, there could be a lot more than that. Да, их могло бы быть намного больше. But when people discover what faith is, Но когда люди обнаруживают, что такое вера, they're not real sure they want any of it. то они не уверены, что они хотят ее But I иметь. wish to introduce you to faith tonight, Но я хочу вас познакомить сегодня с верой, so that for sure you'll know what it is. чтобы вы точно знали, что это такое. And then you will decide whether you want any or not. И тогда вы решаете, хотите вы ее иметь или нет. Now some people think faith is a kind of magic. Некоторые люди говорят, что вера – это что-то магическое. You'll be healed. Будешь исцелен. Don't bother with you. Не беспокойся.
I bring a miracle to you. тебе сделают чудо, I bring nothing to you. а тебе ничего. Has no relationship to faith at all. Это ничего общего не имеет с верой. Faith is a life. Вера — это жизнь. Faith is a total life. Вера — это полная жизнь. And I want you to have faith И я хочу, чтобы у вас была вера, because it is the greatest power потому что это самая величайшая сила, that any person can have on this earth. которую человек может иметь на этой земле. Jesus said you could move a mountain with faith. Иисус сказал, что вы верой можете передвигать You горы. can change a nation by faith. Вы можете изменить свой народ верой. So we need to know what faith is. Нам нужно знать, что такое вера. And we need to know how to use this thing called faith. И нам нужно знать, как пользоваться тем, что называется вера. If you would open your Bible, Если вы откроете Библию, we will study regarding some faith. мы с вами посмотрим относительно веры. In the book of the Hebrews, chapter 10 and verse 38, В послании к евреям в 10 главе, в 36 стихе, it says some very exciting words about faith. что-то очень замечательно говорится о вере. And I'd like for you to read them along. How many have a Bible with У you? кого из вас Библия с собой? Hey! Hallelujah! Аллилуйя! Thank God for the Word of God. Слава Богу за Его Слово. That is just beautiful. Это замечательно. But if you would look at verse 38, Если вы посмотрите на 38 стих, you will hear something very good. вы услышите что-то замечательное. We will first read it in Russian. Сначала по-русски прочитаем. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». And so the just shall live by faith. Праведный должен жить верою. They shall live by faith. Они будут жить верою. They shall live. Они будут жить. Their very existence Само существование, is to be a faith оно existence. должно быть существованием веры. Who are the just? Кто такие праведные? They are the born again. Те, кто рожден свыше, They're the children of God. те, кто дети Бога. You do not have faith before you're born again. Вы не можете получить веру до того, как вы родитесь свыше. An atheist cannot have faith. У атеистов не может быть веры. He has no basis for faith. У них нет оснований для And we will веры. show you that in a few moments tonight. И если сегодня это произойдет, But the justified, праведный, who have been born of the Spirit of God, если кто спасется, тот, кто рожден от Духа they have Божьего, something within them that causes them to live a certain kind of life. у него появляется внутри что-то, какая-то определенная часть, And that life is called the life of faith. и эта жизнь называется жизнью веры. They live that way. Они живут так. Now, if you were a surgeon Если вы были бы хирургом at one of the great hospitals in this city, в одной из больниц в этом городе, and your specialty was the human brain, и вашей бы специальностью был человеческий мозг, you could take your scalpel вы могли взять скальпель, and you could cut down through a human head. и вы могли разрезать человеческую голову You could cut out foreign matter that doesn't belong there. и отрезать оттуда что-то. And that's the way you live. И тогда вы, как хирург, вы живете That's what you этим. got your money for. За это вы получаете деньги. Being a surgeon За то, что вы хирург. with the ability to operate on a human mind. За то, что у вас есть способности оперировать человеческий мозг. But if that surgeon becomes an alcoholic Но если хирург станет алкоголиком, and he wants to operate on your и brain, он захочет оперировать мозг, but he can't find your ears, но не сможет найти, где у тебя ухо, you better leave because you're going to soon be dead. то тебе лучше уйти от него, потому что ты умрешь под He его has ножом. lost his ability as a surgeon. Он потерял свои способности как хирург. The just shall live Праведный будет жив by a thing called faith. чем-то, что называется верою. A surgeon lives Хирург живет by his ability to своими... cut down inside of you and help you to get healed. Хирург живет своими способностями резать и оперировать людей. The man that built these walls, Человек, который построил эти стены, or the many men that built these walls, или много людей, которые построили это здание, he knew how to lay bricks and how to put up cement. они знали, как класть кирпичи и как заводить цемент. That was his way of life. Это то, как они жили, He их lived that образ way. жизни. Они живут так. But if he lost his ability, Но если такой человек потеряет свои he would способности, not be hired
to put up a building. то его не наймут, чтобы построить стены. He was hired because he had the ability to put up a building. Его наняли из-за того, что у него есть способности построить здание. And he lived by that. И он живет этим. Now the Christian lives in another dominion. Христиане, они живут в другой власти. They live by a thing called faith. Они живут в чем-то, что называется верою. It is real. Это реально. It is a wonderful thing. Это замечательная вещь. But what is faith for you and me? Но что такое вера для тебя и для меня? Now I observed you here tonight, Я смотрю на вас сегодня, and you stood up, и вы встали, and you sat down. и вы сели. And you stood up, И вы встали, and you sat down. и сели опять. But not one person Но ни один человек felt around не потрогал рукой, to see if that seat would hold you up. чтобы потрогать, удержит ли вас это кресло. You say, why? Почему, вы You know спросите? there's some steel legs under that seat. Потому что вы знаете, что у этого кресла есть железные ножки. And you know that those steel legs won't let you hit the floor. И вы понимаете, что эти железные ножки не позволят вам упасть на пол. So you're not careful Поэтому вы и не the way заботитесь you sit on that seat. о том, как вы садитесь. You have faith У вас есть вера in that seat. в этот стул. And you sit down И вы садитесь without examining it даже без проверки. because you have faith in it. Потому что у вас есть вера. How did you get that faith? Как вы получили такую веру? Experience. Через опыт. If it had been made of cardboard, Это кресло может быть сделано из дерева. you would be very careful. Но вам нужно быть You аккуратными. wouldn't sit down hard, Если бы оно было сделано из картона, вы бы не or сели you might hit that сильно. floor. Вы можете упасть на пол. So, but you had sat there before, Но вы уже сидели на этом кресле, and you had a trust in it и вы получили доверие. because you had some experience. Вы начали доверять этому креслу, у вас есть опыт. And what does experience create? Что создает опыт? Experience creates knowledge. Опыт создает You знание. know something. Вы знаете что-то. Experience creates knowledge. Опыт созидает знание. Now that's what faith is. Что такое вера? Faith is an assurance Вера — это уверенность that what you're doing в том, что вы делаете, is of God, что это от Бога, and you're sure of it, и вы уверены в that it'll этом, hold you up. что это удержит And вас. so you get experience, У вас есть опыт, and you know your experience, и вы знаете свой опыт, and you get knowledge, и у вас есть познание, and you know that you have knowledge, и вы знаете, что у вас есть and because познание. of that И knowledge, из-за этого знания you make your decision. вы принимаете Now решение. that's what faith is all about. Вот что такое вера. If you can get something in you to know, Если вы получаете в себя что-то, чтобы знать, you have to get it by experience. то вы должны получить это через You опыт. have to experience faith. Вы должны пережить опытным путем You веру. have to have a witness and a testimony, У вас должно быть свидетельство внутри. or you won't know what you're talking about. Или вы тогда не будете понимать, о чем мы говорим вообще. Faith is not an unknown quantity. Вера — это не что-то незнакомое. It is a very real thing. Это что-то очень реальное. And all of us want faith. И все из нас хотят веры. You say, how do we get faith? Вы можете спросить, как получить веру? Open your Bibles to Hebrews chapter 11 Откройте Библию, Евреям, 11 глава, and verse 6. стих 6. It says, they that come to God must understand and to know that He exists. Здесь сказано, что тот, кто приходит к Богу, должен понять, что Бог есть. So, what is faith? Что такое вера? A knowledge that God exists. Это знание, что Бог есть. If you don't know whether God exists or not, Если вы не знаете, существует ли Бог или нет, then you cannot have faith. то у вас не может быть веры. But when you are sure Но когда вы that уверены, if you reach your hand up, что если вы протянете вверх руку, God reaches His hand down. Бог протянет сверху свою And руку. if you are sure Если вы уверены, when you look up что когда вы посмотрите вверх, that He looks down, что Он посмотрит на вас сверху вниз, then you have an assurance of faith. тогда у вас есть уверенность вашей веры. And then you can say, I have a basis for my faith. И тогда вы можете сказать, у меня есть основания для моей веры. Now the rest of that verse says something very powerful. В этом стихе дальше говорится что-то еще очень сильное. And you must know, it says here, Здесь сказано, that if you pray, He will answer you. что если вы молитесь, Он ответит вам. Now you might say, I know the mayor of Moscow. Вы можете сказать, я знаю мэра Москвы. Well, go see him tomorrow and ask him to loan you,
10,000 rupees. Вы можете сказать, я могу пойти к нему завтра и одолжить у него 10 тысяч рублей. And one of his guards would say, get out of here. А его охранник скажет вам, убирайся отсюда. This is not a loaning association. This is a political place. Это место политики, это не место, где нужно одалживать деньги. But you say, but I know the mayor. Но вы скажете, но я знаю мэра. Well, how do you know the mayor? Откуда ты знаешь мэра? Well, I shook his hand one time. Однажды я пожал ему руку. But you get out. Убирайся. You don't know the mayor. Ты не знаешь мэра. You've got to come to a knowledge in God. Ты начинаешь знать Бога, That you know something. когда ты знаешь That что-то. you know that if you reach up, Ты знаешь, что когда ты простираешься к God Нему, reaches down. Бог простирается к тебе. Now you should memorize that verse. Вы должны запомнить этот стих. The two essence of faith are there. Там есть два момента веры. One is the knowledge of God, Один — это знание that Бога, He does exist. что Он существует. And the second is that He is a rewarder of those that diligently seek Him. И второй аспект, что Он воздает тем, кто ищет Его. And when you know those two things, И эти два пункта, you're ready to enter into this vast operation that we call faith. вы готовы и на них поместить то, что мы называем верою. Now God wants us to have faith. Бог хочет, чтобы мы имели веру. The word says have faith in God. Сказано, имейте веру Божию. God wants us to have Бог faith. хочет, чтобы мы имели веру. But if we don't understand Но faith, если мы не понимаем веру, we won't ever have any. то мы никогда не будем иметь ее. Now, let me give you something. Я хочу сказать вам что-то. Your faith is measured by your knowledge of God. Ваша вера определяется вашим знанием Бога. How much faith did Abraham have? Сколько веры было у Авраама? According to the amount of knowledge he had of God. В соответствии с той мерой познания Бога, которая у него была. How much faith did Moses have? Сколько веры было у Моисея? It was in relation to his knowledge of God. Это было в соответствии с его отношениями The с Богом. more you know about God, Чем больше вы знаете о Боге, the more faith you can have. тем больше веры вы можете иметь. The less you know about God, Чем меньше вы знаете о Боге, the less faith you can have. тем меньше вы веры можете иметь. Now that's the basis of faith. Это основание веры. And if you can't get down to that, И если вы не поймете этого, you cannot live the life that we're talking то about. вы не сможете жить той жизнью, о которой мы говорим. Now, in this century, В этом веке I have met the great men of faith. я встречался с великими мужами веры. I have lived around Smith Wigglesworth for over 2 years one time. Я жил однажды 2 года рядом со Смитом Вигглсвортом. I visited him about every 10 days. Каждые 10 дней посещал его. I listened to his amazing stories of what happened in his meetings. Слышал его восхитительные рассказы о том, что происходило на собраниях. But I observed that deep down on the inside of him, Но я увидел, что глубоко внутри его well, wasn't something mysterious. было что-то таинственное. It was a knowledge of God. Это было знание Бога. Inside of him, he knew God. Внутри себя он знал Бога. When he spoke of God, he spoke of experience. Когда он говорил о Боге, он говорил о своих переживаниях. And it's experience that brings us knowledge. И опыт переживания приносит нам знания. And here was a man that had experienced God, И человек, который пережил Бога, and he knew God. и он знал Бога. Now God is no respecter of person. Бог не взирает на лица людей. You can have the same faith this man had. Вы можете иметь такую же веру, как имел тот человек. And the amazing miracles that was in his ministry Эти восхитительные чудеса, которые происходили на его собраниях, were related to his knowledge of God. они относились к его отношениям с Богом. He knew what God would do. Он знал, что Бог делает. In San Francisco, В Сан-Франциско he was holding a crusade meeting. однажды у него были большие собрания. And a doctor И один врач, brought a patient that was very, very, very sick. один брат, который был очень-очень болен. But the patient said, I want to see Smith Wigglesworth before I die. Один пациент, он сказал врачу, я хочу увидеть Смита Вигглсворта до того, как я умру. So there on the platform was the doctor И он был на платформе with his white coat. в своем белом одеянии. And on a little bed beside him И на кровати рядом с ним was a dying man. стоял врач, и на кровати лежал умирающий человек. Smith Wigglesworth had one sermon. У Смита Вигглсворта была одна проповедь. It was called Faith. Она называлась «Вера». So he preached it. И он проповедовал ее. And then he called for the sick.
И затем он позвал больных and he began to pray for them. и начал молиться за них. And he came to this man. И подошел к этому человеку. The man couldn't talk, Тот человек не мог говорить, so the doctor answered. поэтому врач ответил, He's dying of cancer. он умирает от рака, Could die any time. умирает уже. He says, we brought him because this was his last will, was to see you. Мы привезли его, потому что это было его последним желанием увидеть вас. Wigglesworth said, where's the cancer? Вигглсворт спросил, где рак? The doctor said, in the belly. Врач сказал, здесь, в животе. And to everybody's amazement, И все удивились. he wound up a bit Он немножко помахал рукой and hit him in the belly. и ударил человека по животу. Whop! And the man was dead. И человек умер. Both hands dropped down off the little cot. Обе руки выпали из-под простыни And и the висели. doctor screamed, Доктор закричал, we'll sue you. мы подадим на тебя в суд. You killed that Ты man. убил человека. Smith Wigglesworth turned. Смит Вигглсворт повернулся и сказал, Shut up. That means shut up. он сказал ему, замолчи, что означает заткнись. And he went and prayed for the next one. И пошел молиться за следующего. And he prayed for the next one. И помолился за And he следующего. never looked back. И никогда не посмотрел, никогда And he так prayed не for the обернулся. next one. И так и молился за людей. And behind him И сзади was a man with a little hospital coat on. стоял врач. Вдруг сзади него появился человек в больничном одеянии. The man with cancer. Этот человек, у которого был рак. And behind him И сзади него was a medical doctor стоял врач в белом saying, my халате, God, I don't understand this. который говорил, о мой Бог, я ничего не понимаю в этом. He says it sure is wonderful. Неужели это не замечательно? He has no pain. У него нету боли, He has been healed. он исцелился. And Wigglesworth didn't do anything for him А Вигглсворт ничего ему не делал, except hit him in the belly. кроме того, что ударил его по животу один раз. How could a man like Brother Wigglesworth do that? Как человек, такой как брат Вигглсворт, смог сделать такое? He had trust in God. Он доверял Богу. He had experience with God. У него был опыт переживания с He had Богом. a knowledge of У God. него было знание Бога. He had no fear У него не было страха because of his knowledge of God. из-за того, что он знал Бога. And the man was healed И человек исцелился. and did not go back to the hospital. И ему не нужно было возвращаться в больницу. He went home. Он пошел домой. Now, you can have as much knowledge of God as Smith Wigglesworth. Вы можете иметь столько познания Бога, сколько Смит Вигглсворт. And God wants you to have that knowledge. И Бог хочет, чтобы вы имели такое знание. Now, it could come another way. Это может прийти по-другому. When I was a small boy, Когда я был маленьким мальчиком, my mother had cancer of the breast. у моей матери был рак груди. And it was a big, large sore, that big around. И была большая опухоль. And it was an awful looking thing. И это было очень ужасно. And the doctor И said, врачи сказали, you must cut off the whole breast нужно вырезать всю грудь, or you will die. иначе ты умрешь. She says, oh, I don't want to do that. Она сказала, я не хочу делать этого. And she began to И pray она начала молиться, for God to heal her. чтобы Бог исцелил ее. And one night, И однажды, we don't know whether it was a dream or a vision, мы не знаем, было ли это мечта или видение на самом she деле, saw Jesus walk into her bedroom. она увидела, как Иисус вошел в ее спальню. He smiled at her Он улыбнулся ей, and he touched her. и он коснулся ее. And the next morning, На следующее she утро spoke to the family. она сказала семье, She says, I am not going to die. она сказала, я не умру. Good news. Хорошая новость. How do you know you're not going to die? Откуда ты знаешь, что ты не умрешь? Jesus was in my room last night. Иисус вчера вечером заходил ко мне. And Jesus smiled at me. Иисус улыбнулся мне. And Jesus touched me. Иисус коснулся меня. I cannot die. И я не могу умереть. I'm going to live. Я буду жить. My father at that time wasn't saved yet, Мой отец в то время еще не был спасен. so he didn't know what to say. Он не знал, что сказать. He agreed with the doctor she should go to the hospital. Он соглашался в семье с врачами, что ее нужно положить в But больницу. 4 mornings later, Но потом, на следующее утро, before he went to work,
перед тем, как он ушел на работу. he said to my mother, Он сказал моей маме: how's that cancer? у тебя рак? She says, I forgot about it. Она сказала: я уже забыла об этом. She says, I've had no pain there. У меня нету боли. She went into the bathroom Она пошла в ванную, and she pulled off that doctor's covering that he had put over her. и она убрала эти повязки, которые доктора наложили ей. And you've never heard of anything so strange. И вы никогда не слышали такого Inside удивительного of that дела. bandage Внутри этой повязки was a little thing that looked like an octopus. там лежало что-то маленькое, выглядящее как It had little tendrils coming out from it, такой осьминог, and an ugly head in the middle of it. как маленькая неприятная голова и как будто щупальца. And it was dead. И это было мертвое. And she took the mirror and looked at her breast, Она взяла зеркало, посмотрела на свою грудь, and over that great sore, и там there was new baby skin. Там была как кожа новорожденного младенца. It had grown all the way across. И это у нее было повсюду. And she lived another 45 years И она еще 45 лет жила после and never этого. had cancer И у again. нее никогда не было рака. Now, the reason for telling you that is this. Причина, по которой я говорю вам все это, It was in my own family, что моя семья so I know it's true. имела это, поэтому я знаю, что это правда. And then God has different ways of doing things. И Бог по-разному делает. God could bless a man like Brother Wigglesworth, Бог может благословить человека, как брат Вигглсворт, or God can give you a spiritual experience, either like a dream or a vision, and you can get something from that. или Бог может дать вам духовное переживание, как мечту или видение, и вы можете пережить что-то. But the germ of faith has to be born in your heart. Но эти клетки веры должны родиться в вашем сердце. And the knowledge of God has to get on the inside of you. Познание Бога должно прийти внутрь вас. You must know that God exists. Вы должны знать, что Бог есть. You must be sure God exists. Вы должны быть уверены, что Бог есть. Without God, you can't have faith. Без Бога у вас не может быть веры. And then you've got to know that if you look up, И тогда вы должны знать, что когда вы посмотрите наверх, God loves you. Бог любит вас. God loves you. Бог любит вас. God loves you. Бог любит вас. Whoever we are, Кто бы вы ни были, He's our Heavenly Father. Он наш Небесный Отец. And He loves us. И Он любит нас. And when we have a knowledge of Him, И когда у нас есть знание Его, we have something the world does not have. у нас есть что-то, чего не имеет этот мир. We have faith. У нас есть вера. Hallelujah! Аллилуйя! Now look at Hebrews chapter 11, verse 1. Посмотрите послание к евреям 11 главу 1 стих. What is faith anyway? Что такое вера, однако? In chapter 11 В 11 главе, and in verse 1 here, в 1 стихе, listen to it in Russian. слушайте это по-русски. «Поэтому и мы, имея вокруг себя, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». We look at faith and see something very remarkable. Мы смотрим на этот стих и видим что-то замечательное. What does it say there? Что здесь сказано? What does it say? You got your Bibles open there? Вы открыли свои Библии. There's not much light up here. I can't see too much. Не очень много света здесь, не очень хорошо видно But мне. I'd like for you to get the essence of faith. Но я хочу, чтобы вы увидели суть веры. And the Word of God here tells us that faith is something real. И здесь Слово Божье говорит нам, что вера что-то реальное. It's as real as this pulpit. Это так же реально, как эта кафедра. That faith has to do with reality in this world. Вера относится к реальности этого мира. It's like this pulpit. Так же, как эта кафедра. I can measure this pulpit. Я могу измерить эту кафедру. I can weigh this pulpit. Могу взвесить эту кафедру. Because it's a real thing. Потому что она настоящая. Faith, the Bible says, is just as real. Библия говорит, что вера, она такая же настоящая. And you've got to get this thing in our heart of the reality of faith. И вы должны вместить в свое сердце реальность веры. Now, I don't want to disappoint anybody here. Я не хочу разочаровать никого из вас, But there won't be any faith in heaven. но на небе не будет веры. Oh, you said, but there has to be faith in heaven. Вы можете сказать, но на небе должна быть вера. Why? Почему? You won't need any faith in heaven. На небе вам не нужна будет You'll say, вера. I want to see God the Father. Вы сможете сказать, я хочу увидеть Бога Отца. Have a look at Him. Иди посмотри на He's sitting Него. over there on His throne. Он сидит на престоле.
I want to see God the Son. Я хочу видеть Бога Сына. Go over and talk to him. He's sitting right there. Пойди, поговори с ним, вон он сидит. I'd like to know God the Holy Ghost. Хочу поговорить с Богом Духом Святым. Sure. Конечно. There he is sitting on his throne over here. Вот он сидит на престоле на своем. I'd like some money. Мне бы хотелось денег. Well, the streets are paved with gold. Улицы сделаны из золота. Get you an axe and cut up a piece of it and put it in your pocket. Возьми топорик, отруби немножко, наполни свои карманы. No problem. Нет проблем. I'm hungry. Я голоден. They have trees there that bear 12 manner of fruit every month. Да вон дерево, которое приносит 12 разных плодов каждый месяц. No way to go hungry at all. Мы не будем там голодать совсем. You won't need faith in heaven. Вам не нужна будет вера на небе. Now, if you had a 100-ruble note in your pocket, Если у вас есть 100-рублевая бумажка в вашем and кармане, you needed something that cost 100 rupees, и вам нужно что-то, что стоит 100 and рублей, you begin to say, "Oh God, и вы oh говорите: God, «О Бог, I want to buy that. о Бог, я хочу купить это. Oh God, I need 100 rupees." О Бог, мне нужно 100 рублей». God said, "Use the 100 you got." Бог скажет тебе: используй те деньги, которые у тебя в кармане. In heaven, you're going to have everything. На небе у тебя будет все. You won't need anything. Тебе не нужно будет ничего. So, faith is an earthly commodity. Вера — это то, в чем мы нуждаемся на It's этой to bring земле. into being that which does not exist. Она приносит в реальность то, чего не было It's to раньше. move obstacles that we cannot move by ourselves. Она удаляет препятствия, которые мы сами собой не можем And удалить. so here we need faith. Здесь нам нужна вера. But in heaven, Но на небе we won't need any faith. нам не нужно будет веры. Everything is already there. Все уже будет там. We don't need to say, "Oh God, give me something." Нам не нужно будет говорить: «О Бог, дай мне чего-то». It's all right there. Там все уже будет. You don't have to pay rent in heaven. Вам не нужно будет платить аренду на And there небе. won't be any taxes over Там there. не будет никаких налогов. So all you have to do is live and have a good time. Все, что вам нужно будет делать, жить там и нормально, хорошо проводить время. Hallelujah! Аллилуйя! It takes faith down here. Но здесь нужна нам вера. One night I was praying, Однажды я молился my old prayer. моей старой молитвой. Oh God, give me faith. О Бог, дай мне веру. Lord, I want faith. Господь, хочу веру. God, give me faith. Бог, дай мне веру. God said, "Would you shut up? Бог сказал: а не замолчишь ли ты? Why don't you go downstairs?" I was upstairs. Я был на втором этаже. Бог сказал: а не спуститься ли тебе вниз? Open up the Bible. Не открыть ли тебе Библию? Read Hebrews chapter 11. Прочитай Евреям 11 главу. And you won't have to be saying that anymore. И ты больше не будешь мне говорить так. Says nobody gets faith that way. Никто не получает веру таким образом. Faith is a life that they live. Вера — это жизнь, которой мы живем. You say, then how does it work? Вы можете спросить тогда, как это действует. It begins in verse 4 here. Здесь это начинается в 4 стихе. And it tells us in there that there was a young man who was Adam's son named Abel. И здесь сказано, что был один человек, который был сыном Адама, и его звали Авель. And God said he had faith. И Бог сказал, что у него была вера. Abel did not say he had faith. Авель, он не говорил, что... God said Abel had faith. Не Авель говорил, что у него есть вера. Бог сказал, что у него есть What does вера. it say in this scripture here? Что здесь сказано в этом стихе? Let us read it. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Abel, what is faith? Что такое вера Авеля? He said, well, God asked me for a sacrifice Он сказал: Бог, я хочу дать тебе жертву, to cover my sins. для того, чтобы покрыть мои грехи. And I gave him an excellent sacrifice, И я отдам тебе лучшую жертву. and he called it faith. И Бог назвал это верой. I began to see something. Я начал видеть что-то, That faith had a relationship to sacrifice. что вера относится к жертве. You know, how much faith do you have? Сколько у вас есть веры? I can tell you. Я могу сказать вам. How much money did you put in that offering tonight? Сколько вы денег положили сегодня в эту корзинку? As little as I could. Так мало, сколько мог. I just wanted the neighbors to know I was giving something. Хотел просто, чтобы сосед увидел, что я что-то положил So I туда. put in a 5 or 10 ruble note.
поэтому положил туда маленькую бумажку, just to show I was sympathetic. для того, чтобы показать, что я сочувствую. Well, that certainly wasn't an act of faith, Но это не было актом веры, and it was not an excellent и sacrifice. это не было лучшей жертвой. Now, this young man, Abel, Этот молодой человек Авель, he had a father named Adam. у него был отец, которого звали Адам. Men are funny creatures, you know, ladies. Мужчины — это интересные существа, He женщины. had a story to tell every day. У них есть рассказы, которые они могут рассказывать каждый He'd день. say, boys, Он говорил: парни, there used to be a garden here, вот тут раньше был сад, a beautiful garden. красивый сад, And says, your mother а ваша мама, ate me out of a house and home. она съела что-то, и мы были выгнаны And оттуда. it was an old story. Старый рассказ. Everybody got tired of it. Все уже устали слушать его. Old men tell old stories. Старые люди рассказывают старые свои рассказы. Good for their wives to be around and correct them a little bit. Поэтому женам хорошо быть рядом и поправлять их But иногда. he heard his father say, Но он слышал, как его отец говорил: Mom and I sinned. мы с мамой согрешили. We rebelled against Мы God. взбунтовались против Бога. We were naked. И мы были обнажены. And we saw God. И мы видели Бога. He came down, Он сошел к нам took 2 innocent lambs. и взял 2 невинных овец. And those lambs covered our bodies И эти овцы покрыли нашу наготу and covered our transgression. и покрыли наши прегрешения. And Abel heard his father tell the story. И Авель слышал, как отец рассказывал эти рассказы. And as he got older, И когда он повзрослел, he knew he had sinned. он знал, что он грешник. He knew he had rebelled against Он God. знал, что он взбунтовался And против he Бога. said, what can I do about it? И он спрашивал, что я могу сделать с He этим? said, make an altar. О, сделаю жертвенник. Give God a sacrifice. Дам Богу жертву. A sacrifice. Жертву. And so he built the altar. Он построил жертвенник. And he says, I got to give God one of these sheep. О, я дам Богу одну из овец. There's a black one. Вон черненькая. He is so ugly the devil don't like him. Такая ужасная, что даже дьяволу не понравится. I think I'll give him to God. Я думаю, что дам ее Богу. That's all some people ever give God. Это то, что некоторые люди дают Богу. What they don't want anymore. То, что им больше не нужно. But that is not faith. Но это не вера. God says, I don't want that one. Бог сказал, мне не нужна она. Well, he says, now listen, God. Он сказал: Бог, We послушай, got a spotted one over there. вон у нас одна из там в He is пятнышках. very ugly. Ужасно выглядит. He is so ugly, the ugly ones call him ugly. Такая ужасная, что все ужасные овцы называют ее Says, ужасной. we'll give you the spotted one. Мы дадим тебе вот эту в пятнах. God said, no. Бог говорил: нет. Well, God, here's one we'll give you. А Бог, вот еще одна. Может, тебе я дам ее. He's crippled. Она хромая. He fell down in a hole. Упала в яму, He broke his leg. сломала ногу He себе. can't keep up with the other sheep. Не может ходить с другими овцами нормально. We call him Crip, Мы называем ее хромоножка. and nobody likes him. И никому она не He's нравится. always in the back. Она всегда сзади We тащится. have to go back and pick him up. Нам нужно всегда идти назад и подхватывать ее на руки. We'd get along so much better without him. Мы так намного лучше будем идти без нее. We'll give him to you. Отдадим ее тебе. God said, no. Бог говорил: нет, You can keep that old crippled sheep. держи ее сам. I don't want him. Мне она не нужна. Well, he said, Lord, I got one here, you're alive. О, Бог, вот есть, которая тебе понравится. We call him Bully. Мы называем ее, He's fighting all the мы time. называем ее, она сражается все время с другими, бодается. He's hooking his horns into other people's face. Всегда рогами своими махает в лица людям. Says nobody likes Bully. И никому не нравится это бодучее. Says he's right down mean. И она никогда не хочет I делать think ничего we'd be glad хорошего. to get rid of him. Мы будем рады освободиться от нее. We'll give him to you. Мы отделаемся от нее, отдаем ее тебе. And God said, И Бог сказал: I don't want Bully. не хочу рогатую, эту Well, God just бодучую. seemed to be hard to please. Но Бог, как угодить тебе? Which one do you want? Какую ты хочешь? God said, you know the little sheep Бог сказал: знаешь эту маленькую овечку, that when he was born, когда она родилась, his mother died. ее мама умерла,
You were the one А ты был тот, who put the first milk on his tongue. кто давал первое молоко ей. You were the one that carried him in your arms. Ты был тот, кто носил ее на руках. You're the one that let him sleep in your tent. Ты был тот, кто позволил ей спать в твоей палатке. And you would walk along and put your finger down and he would suck your finger as you walk along. И ты ходил, когда и ты опускал руку вниз, и эта овечка сосала твой палец и ходила с тобой. Yes, Lord. О, да, I Господь, love that one. мне нравится та овечка. God says, I'll take that one Бог сказал, я забираю ее for a sacrifice для жертвы, and I'll cover your sins. и я покрою твои грехи. Oh God. О, Бог, Oh God, о, Бог, I loved it so much. я так сильно ее люблю. But he gave it to God. Но он отдал ее Богу. The Bible says Библия говорит, faith вера is an excellent sacrifice. – это лучшая жертва. Now listen to me. Послушайте меня. You cannot give above the faith line. Вы не сможете дать свыше линии вашей веры. If that's all the faith you've got, Та вера, которая у вас есть, that's all you can give. это то, сколько вы можете When you давать. have more faith, Будет больше веры, it is so easy to give more. будет легче давать больше. As your faith increases, По мере того, как ваша вера возрастает, your giving to God increases. ваше даяние Богу And возрастает. then God И Бог gives to you. будет давать вам. And then you have more than you ever had before. И затем у вас будет больше, чем когда-либо раньше. Because God loves you. Из-за того, что Бог любит вас. He don't want to hurt you. Он не хочет обижать But вас, he don't want you to be selfish но Он не хочет, чтобы вы были эгоистами. and to give him things that you don't want. И чтобы вы давали Ему то, что вам не нужно. What is faith? Что такое вера? It's an excellent sacrifice Это unto God. лучшая или замечательнейшая жертва Богу. I've noticed around your city Я заметил в вашем городе some big equipment that moves dirt and moves stones and moves mountains. Оборудование, которым передвигают камни, передвигают большие горы. And I saw on them wheels И там колеса that are that high. высокие очень. Great big rubber tires on them. Там большие резиновые шины. You know that a godly man created that? Вы знаете, что один благочестивый человек создал их? His name was R.G. Letourneau. Его звали Арджинал Тонер. He lived in California. Он жил в Калифорнии. And he was a genius. Он был гений. His father gave him a garage, Его отец дал ему гараж. and he began to create things. И он начал там что-то строить. He saw that man had a hard time moving mountains. И он увидел, что людям очень трудно сдвигать препятствия, большие камни. And God said to him, Бог сказал ему, get some big wheels. сделай большие колеса. The tire companies had never seen a tire that big. Никто никогда не видел таких больших шин. The wheel manufacturers had never seen a wheel that big. Колесная фабрика никогда не видела таких больших колес. But they made them according to his direction. Но они сделали для него так, как он просил. Inside of that wheel, Внутри этого колеса he put a motor. он поместил мотор. So every wheel, even though there might be 8, Каждое колесо, их там может быть 8, each one had a motor и in у it. каждого колеса мотор. And you couldn't stop it. И вы не можете остановить их. It could go through a mountain. Они могут пройти через It could move скалу. the stone. Они могут передвинуть большие камни. It could do 10 times as much as man could do before. Они могут делать в 10 раз больше, чем раньше And he люди began могли делать. to get rich. И он начал становиться богатым. He gave God 10%. И он давал Богу 10%. Then he said, you know, I'm getting too much money. И затем он сказал мне, у And меня he слишком gave- много денег. He gave God 20% of his income. И он начал давать Богу 20% своих And he was доходов. still a millionaire. И все равно оставался He said, миллионером. I'll give God 30%. Сказал, буду давать Богу 30%. And he was still getting too rich. И все равно был очень богатым. He says, I'll give God 40 Сказал, буду давать Богу 40, and I'll keep 60. а себе буду оставлять 60. He still got too rich. И все равно был очень богатым. He said, I'm going to give God 50 Сказал, буду отдавать Богу 50 and I'll take 50. и себе оставлять You say, what 50%. did he do with that money he gave away? Вы можете сказать, что было с теми деньгами, которые он отдавал? Down in South America, Там, в Южной Америке, he found people that were living in huts он нашел людей, которые жили в таких хижинах and they were dying of tuberculosis. и умирали от туберкулеза. And he took these big machines Он взял эти большие and he машины, cleaned out the filth and the dirt. он убрал всякое гниение и всякую грязь, He moved the jungle
Он сдвинул джунгли, He built houses. построил дома, He built roads. построил дороги, He put in power. провел туда электричество, He put in water. провел туда воду, He built a beautiful city построил чудесный город and told the people, и сказал людям: it's all free. это вам бесплатно. Have your house Вот ваш дом, and have your house. вот тебе дом. Cost him millions of dollars. Это стоило миллионы долларов. And it made him so happy he didn't know what to do. И он был очень счастлив, что он So he знал, что said, God, I'm делает. getting too rich. И он продолжал говорить Богу: Бог, я I'm слишком going to give богат. you 60% of my income. Я буду отдавать тебе 60% And I'll keep доходов, 40. а 40 буду оставлять But себе. he got richer. Он становился богаче. And so he said, God, I'm going to give you И 70%. потом сказал: Бог, я буду отдавать тебе 70%. And then he said, Lord, I think I'll make it 80%. И потом сказал: Господь, я буду давать тебе 80%. And when I knew him very closely Я знал его очень близко, and lived in his home жил у него дома, and ate at his table ел за его столом, and preached in his factories, проповедовал на его заводах. he was giving to God Он давал Богу 90% 90% of his total income. всех своих доходов. He built schools. Построил школы, He built technical schools. построил технические Let the школы, students come free в которых студенты обучались so they could бесплатно, learn to be technicians in the world. чтобы они могли научиться быть He had a техниками. big open heart. У него было большое открытое He сердце. gave and he gave. Он давал и давал, And he was still a millionaire. и оставался миллионером. Isn't that amazing? Это удивительно. Now, that's not a fairy tale. Это дало рождение одной такой I сказки. don't know that you have his story. It's in English, but I don't know that you have it in Russian. Я знаю, имеете ли вы ее такую в России? В России. Она по-английски, But эта сказка. here was a man with great joy. Но вот человек, у которого есть большая He радость, gave to God. и он дает Богу. And then God И затем Бог gave to him. дает ему. Every day, Каждый день new ideas are born. новые идеи рождаются. He sold them to these great big companies like General Electric И он продает эти идеи таким большим компаниям, таким как General Electric. and charged them millions of dollars for them. И миллионы долларов с них берет за это. He was just floating in wealth, И просто плывет в своем богатстве. but he didn't get stuck in it. Но не остановился в нем, He gave to God. отдает Богу дальше. He was a very sweet man. Очень мягкий человек. I've talked with him for hours. Я говорил с ним часами. But he was a man that truly loved God. Но он воистину любил Бога. And he did not love the things of this world. И он не любил то, что в этом мире. Now, you don't find many people like that. Вы не найдете много людей таких. But he had faith Но у него была вера, that every day что каждый день he'd create a new idea. он созидал новые идеи. And he did. И он делал это. New ideas. Новые идеи. And the world was waiting for them, Мир ждал их. especially the mechanical world. И особенно мир механики. Waiting for what came out of his brain. Ждали, что выйдет из его мозга. But here was a man Это был who человек, gave to God, который отдавал Богу, and God gave to him. а Бог давал ему. Now, sometimes Иногда our own family don't understand faith. наши семьи даже не понимают веру. Sometimes our preacher doesn't understand faith. Иногда проповедники не понимают веру. I have a church in the Philippines, У меня есть церковь на Филиппинах, and we had a great crowd. и там много людей, We had thousands of people. тысячи людей. And there was a school teacher. И был учитель She was один, a high school teacher. учительница одна, She would sit on the front seat. сидела на переднем ряду And she was a happy woman. и была счастливой And she женщиной, praised the Lord. славила Господа. And one month, Однажды the ladies that count our offering in our church женщина, которая считает пожертвования в нашей said, Brother церкви, Sumrall, сказала: брат Самрал, the high school teacher вот эта учительница gave her whole month's salary. отдала всю свою месячную зарплату. The check is here. Вот чек. She signed it over to the church. Она подписала, чтобы церковь получила I деньги. said, give it to me. Я сказал: приведите ее ко мне. So I went to her Подошел к ней and I said, I know you were a new convert. и сказал: я знаю, что ты недавно уверовала.
And I know you came out of the Roman Catholic Church. И знаю, что ты вышла из Римской католической церкви. I don't know how much of your money they wanted. Не знаю, сколько они с тебя требовали денег. But here, Но здесь 10%. нам нужно всего That's what the 10%. Bible said. Это то, что Библия Did you говорит. get your change? Пожалуйста, возьми сдачу. He said, no. Она сказала, нет, I don't want any change. мне не нужно сдачу. I said, you have to pay rent. Я сказал, тебе же нужно You платить have to buy аренду, food. тебе нужно покупать You пищу, have to pay for тебе transportation to нужно the school. платить за твои поездки в школу, You need money. тебе нужны деньги. Let me give you your change. Давай я тебе дам сдачу. She says, I don't want any. Она говорила, не хочу I сдачу. gave it all. Я отдала эти деньги. I wonder if you're crazy too. Я сказал, наверное, ты сумасшедшая тоже. I К тому was a же, preacher, you know. я проповедник. She had more faith than I had. Но у нее было больше веры, чем у меня. The next month, На следующий месяц the ladies that were counting the offering женщина, которая считала пожертвования, brought me the second check. принесла мне еще один чек. She gave it all. Опять эта учительница все отдала. I called her to my office. Я позвал ее в офис. I said, you know what the word excommunicate means? Сказал ей, ты знаешь, что означает слово «исключение»? Well, yes, they turn you out of the Catholic Church. Она говорит, да, это когда тебя выгоняют из Well, I католической said, I'm церкви. about to turn you out of this church. Я сказал, но я исключаю тебя из этой церкви. Said that we're going to get a bad name, У нас будет плохая репутация, that we take women's money. что мы забираем деньги у And I женщин. don't want that kind of a name. И я не хочу, чтобы You're это было. supposed just to give 10%. Ты должна давать всего 10%, And 90% you live on. а на 90% будешь жить. She says, do you do all of your people like this? Она сказала, ты со всеми людьми своими так разговариваешь? I said, no, just you. Я сказал, нет, только с тобой. She said, well, why don't you leave me alone? Она сказала, ну почему бы тебе не оставить меня в покое? I know what to give God and what not to. Я знаю, что давать Богу, а что нет. So just leave me alone. Поэтому оставь меня в покое. Yes, ma'am. Да, хорошо. So I put it back in the church. И я деньги отдал в церковь. 30 days later, Через 30 дней here come the ladies that count the offering. подошла женщина, которая считает пожертвования. Check number 3. Чек номер 3.